Ну, тема сама задает некоторый способ говорения об этих вещах. Поэтому я позволю себе вот продолжить идею там, кантовского подхода. То, что уже было сказано, это как вообще возможны ОНСы или ОСы, как теперь вы называетесь. И хотел бы порассуждать в эту сторону, именно с точки зрения аналитического инструментария. Аналитика, как вы знаете, изначально и принципиально это некоторое разделение целого на части, чтобы лучше понимать, как устроено целое, то есть потом собирание. Вот я так и буду действовать, излагая материал, основываясь на законе в первую очередь и на том опыте и практике, которым я обладаю. Следующее. Почему я согласился разговаривать с вами, выступать на эту тему? У меня есть некоторая история отношений, которую я хотел бы вот вам предъявить. Я был одним из тех, кто выбирал первый ОНСы в стране, был в составе этой группы. Поэтому теперь, как честный человек, я обязан каким-то образом поддерживать всю эту систему. И я поддерживал ее в 2013 году при поддержке ОБСЕ. Значит, было повышение квалификации в вопросах участия ОНС в становлении системы государственных услуг в Кыргызстане. И в том же году был интересный обучающий семинары для ОНС по принципу равный-равный при поддержке ПРООН. И вот здесь Джамиля и Айнура присутствуют. Это были удивительные семинары. Мы применили там один из аналитических методов, так называемый рефлексивный анализ. Но я поставлю в кавычки, потому что здесь много людей, которые понимают, что такое рефлексивный. Но в какой-то степени это было именно так. И поэтому эти материалы дают возможность рассуждать о том, как возможны ОНС, и вот именно исходя из рефлексивного анализа. Пожалуйста. Значит, сразу опираемся на нормативку, которая задает некоторые вещи. И тогда первый вопрос, кто такой ОНС, заданный в нормативном пространстве. В статье 3 есть два ответа. Консультативно-наблюдательный орган и одна из возможных форм взаимодействия сотрудничества общества и государства. Вот здесь интересный момент. Я не думаю, что это случайным образом. Смотрите, то, что одна из форм взаимодействия и сотрудничества именно общества с государственными органами, а не наоборот. Это очень важное место, прошу вас его сейчас как-то зафиксировать для себя, потому что я к этому буду обращаться еще неоднократно. И предназначение, то есть миссия, предназначен для взаимодействия и сотрудничества с органами государственного управления. И второе, осуществление общественного мониторинга над деятельностью органов государственного управления. То есть вот миссия, для чего созданы и кто такие, законом определены. Дальше возникает интересная вещь, которая статьей 6 обусловлена законом, это обязанности. Удивительная вещь, да? Вы представители общества, но законом на вас возложены обязанности. Если обратиться к обязанностям, то их две. Взаимодействовать с общественностью, принимать и рассматривать предложения граждан и организаций. Очень важное место. Взаимодействовать с общественностью, принимать и рассматривать предложения. А три остальных кнопочки, которые здесь написаны, это касается информирования общества, что вы там делаете. Возникает вопрос вот к вам, может быть, на дискуссию, которая после моего доклада будет, или на сессии в дальнейшем. А как вы реализуете эти обязанности? Я имею в виду первое. Насколько инструментально оснащено вот это самое взаимодействие, как снимаются те потребности и проблемы общества, которые необходимы, подлежат решению и доносятся до органов власти. Вот здесь интересная вещь еще, которая я чуть дальше покажу на схеме, но вот обязанности у вас только такие. Все остальное относится к правам, которые вам даны. Для реализации, следующий, пожалуйста, вот цели. Для реализации вашей миссии статья 4 задает 4 цели.
Вот смотрите, первая цель – продвижение и обсуждение общественных инициатив. Ровно из вашей обязанности номер 1. Следует цель номер 1. И в этом смысле, вот я говорил о своем аналитическом подходе к изложению материала, я вам раскладываю связки между этими вещами, компоненты и связи. Следующий пункт. Значит, если вы нашли общественные инициативы, потребности, проблемы, то дальше вот наступает цель первая, как их продвигать. Куда их продвигать, возникает вопрос. Вот во вторую цель. Содействие в подготовке принятия качественных решений, имеющих общественно значимый характер. То есть вы должны продвигать эти вещи в решение государственных органов. Дальше я остановлюсь, какие именно и как. Здесь очень важно, есть ограничения для вас, но ограничения, мне кажется, связаны с ресурсами. Речь идет только об общественно значимых инициативах, проблемах или потребностях. То есть частные, локальные вас не должны касаться. Это статьей 4 закона вот таким образом ограничено. Дальше, если вы продвинули во второй цели эти решения в соответствующие документы государственных органов, возникает третья задача – повышение прозрачности и эффективности использования финансовых средств. То есть, чтобы правильно принятые решения были еще экономически целесообразными и незатратными для государства. Вот ваша третья цель, которая следует абсолютно логическом порядке. И смотрите, четвертое, улучшение качества госуслуг. Если первые три сделаны, то мы возвращаемся в первую точку, то есть те инициативы, которые в первой цели были вами выявлены, в четвертой цели они становятся услугами уже, то есть обязательными для исполнения государства в соответствии со стандартами, регламентами и так далее. И тогда очень логично вот ваше участие в этих вопросах и направлено именно на интересы общества, на интересы тех групп, которые вы должны представлять. Пожалуйста, следующее. Значит, статья 7 описывает деятельность. Здесь 11 пунктов мелким почерком, вы в законе все это видели. Это я для себя писал, чтобы очень внимательно изучить и как-то структурировать. Поэтому следующий слайд, и тогда мы подходим к первому обобщению из того, что сейчас сказано, и то, что сделано в законе для вас. Значит, объектами мониторинга и оценки для вас являются 3 таких объекта. Первое и главное – это общество. В законе обозначены 3 предмета этого объекта. Общественное мнение, фактическое состояние дел в той или иной сфере и предложения, проблематика и инициатива общественности, которые вы должны каким-то образом снимать. То есть вот 3 объекта изучения через мониторинг или оценку, или через исследование или обследование. То есть вот здесь возникает раз объект и предмет изучения, то дальше возникают инструменты, какими это можно делать. Второй объект – это органы государственного управления, то есть министерство и ведомство, в котором вы там работаете. Здесь вам предписано 2 предмета, на которые нужно обратить внимание. Первое – мониторинг и оценка качества услуг. И вот здесь я хотел бы вернуться к тем семинарам по повышению квалификации ОНС в 2013 году, видимо, предыдущий состав, это был, еще тогда закона не было. Закон о государственных и муниципальных услугах содержит порядка 10 положений, позволяющих участвовать в этом вопросе всем, кто пожелает, и, конечно же, общественным наблюдательным советом или общественным советом. Там есть и институциональные, и содержательные вопросы, где можно в этом участвовать. Смотрите, а так как у вас это задано как ваша сфера деятельности, мониторинг и оценка качества услуг, хотелось бы здесь видеть большую активность вас, и про это можно дальше говорить. И второй пункт, или второй предмет этого объекта – это общественный мониторинг деятельности. Про это мы чуть-чуть дальше поговорим, потому что это очень интересный пункт, что подразумевается под деятельностью в законе не изложено,
Подзаконных актов, насколько я понимаю, ну вы меня поправите, если это не так, по исполнению этого закона пока нет. И, соответственно, тогда можно вкладывать в это понятие все, что угодно. И вот здесь, если берем три понятия в этом предложении, что такое общественный, что такое мониторинг и что такое деятельность государственного органа. По-моему, все три эти понятия нуждаются в расшифровке для того, чтобы организовать вашу деятельность по исполнению этой задачи. И третий объект, который отдельно указан и в 7 статье, это анализ эффективности как раз механизмов взаимодействия общества с государственным органом. Вы являетесь одним из таких механизмов. Существует множество других, но ваша задача в этом объектом мониторинга и оценки является эффективность такого рода механизмов взаимодействия. Таким образом, вы как институция являетесь, еще раз повторим, да, по закону, формой взаимодействия общества с государством. И для этой формы предписаны несколько целей и задач, которые можно охарактеризовать вот этими объектами. Первое и главное – это взаимодействие вас с обществом с целью, с одной стороны, снять то, что нужно обществу, и донести до государственного органа. Второе – снять с государственного органа, что он делает, и донести до общества. И третье – но как-то понять, правильно ли вы это делаете. То есть сам механизм вашего взаимодействия с госорганом конкретного и в целом по стране, как института, это третий объект вашего внимания, который подлежит мониторингу и оценке. Значит, вот что касается первого участника тандема, в котором вы работаете. Теперь я хотел бы подойти ко второму. У вашего партнера или второго по тандему очень интересные свойства есть. Я хотел бы начать с Конституции, которая говорит, что государство и его органы служат всему обществу, а не какой-то его части. Это очень важное место, которое связано с вашей вот главной функцией взять в обществе некоторые проблемы и донести до госоргана, а потом оно будет отвергнуто, например. И вы начинаете бить в барабаны, что это там почему, и как, и так, и сяк. Один из ответов вот этот. Вы можете продвигать некоторые идеи, кажущиеся абсолютно нормальными для определенной слоя группы интересов или там общественной группы. Но с точки зрения государственного органа этим самым ущемляются или задеваются права других групп. И вот это очень важное место для понимания специфики работы государственного органа. То есть всегда решение принимается таким образом, чтобы максимально учесть интересы всех задетых за живое групп. И третий пункт статьи 5. Государственные органы и их должностные лица не могут выходить за рамки полномочий, определенных настоящей Конституцией и законом. Очень интересный пункт. Чем отличается государственный служащий, государственный работник от гражданских организаций? Именно тем, что он может делать только то, что ему предписано. Статья 5 Конституции вот это говорит однозначно. Он не может делать ничего, что ему не предписано нормативными документами. И здесь интересный момент, что к специфике деятельности органов государственного управления можно добавить следующее. Значит, деятельность нормирована. Я уже сказал, опираясь на 5-ю статью Конституции. Нормирована через положения, регламенты, инструкции и так далее. Эта деятельность профессиональна. Надеюсь, это не вызывает у вас сомнений. Занять должность в системе государственного управления можно через конкурс на соответствие профессиональным квалификационным требованиям.
Очень важная специфика, что последние 25 лет вся деятельность государственных органов и соответствующих чиновников находится в условиях непрерывных реформ и преобразований. За 25 лет у нас уже 28 правительств, соответственно 28 структур, это только в связи со сменой правительства. На самом деле их было значительно больше, и понятно, что работать в этих условиях – это очередная, очень существенная специфика, которую вы, как ОНС, должны учитывать. Интересно, что ученые посчитали, начиная с середины прошлого века, с 60-х, 70-х годов, что за каждые 5 лет объект управления для государственных органов усложняется приблизительно в 2 раза. То есть идет экспоненциальный рост сложности объекта управления. Это не просто усложнение, это значит, что управлять становится все сложнее и сложнее, и требования общества к системе управления возрастает с каждым разом, а возможность органа управления реагировать на такие усложнения сильно затруднены. Поэтому, и не только поэтому, вообще управленческая деятельность обладает таким свойством, как принципиальным дефицитом информации у управленцев. Какие бы времена государства и там политические системы мы не брали, дефицит информации у управленца – это константа, постоянная. Другое дело, объем этого дефицита – это разная вещь. И возникает тогда идея аналитики, которая вот этот объем заполняет нужными знаниями. Кроме вот дефицита информации, мы наблюдаем, конечно, дефицит управленческих квалификаций. И это не только камень в огород тех институций, которые занимаются, и образованием, и повышением квалификации, но и тоже немножко возврат к тому, что объект усложняется. И вот здесь я могу вернуться к тем вопросам, которые уже озвучены. Например, работа с услугами. Это значит перевод управленческой системы в сервисную функцию. Это принципиально другие инструменты работы, отношения, и они не формируются у наших чиновников. Вот Ахмат Низамович дальше будет говорить об общественном мониторинге, и результаты его достаточно плачевны по отношению к этому. То есть не появляется этих квалификаций. Вот я занимаюсь уже много лет оценкой государственных органов. Под давлением сверху эта оценка происходит. Но квалификаций, позволяющих эту оценку делать внутри государственных органов, не появляется. Огромная смена кадров, смена людей и так далее, и так далее. Проводится функциональный анализ практически непрерывно у всех государственных органов. И этой квалификации нету в государственных органах. Это тоже их специфика. И я же вам про них не просто так рассказываю. Ваша задача организовать взаимодействие с целью улучшения их работы. Так записано в законе. И тогда вот эти все пункты должны будут учитываться вами при построении соответствующих отношений. Ну и кроме того, идет смена управленческих поколений. То есть те люди, которые получили соответствующий опыт и образование в советский период, и соответствующее отношение к своей работе, сейчас уходят. Осталось очень мало. Другие поколения имеют другое отношение и к работе, и к отношению, и к квалификации, и ко всему остальному. Очень важное место здесь можно отметить еще одна специфика, что применение рыночных напрямую инструментов управления государственному органу недопустимо. Слишком сложен объект, чтобы применять инструменты одномерного бизнес-процесса к такому сложному объекту, как государство, общество, народ и к его системе управления. Поэтому это тоже очень важно. Новые квалификации, люди, получившие соответствующее бизнес-образование, пытаются реализовать в системе государственного управления такие вещи, и у них ничего не получается. Потому что есть такой закон, соответствие метода объекта. Вот там это не соответствует. Значит, пожалуйста, следующее. Кроме того,
Вот один из названных пунктов я хотел бы вам расшифровать прямо с сайта правительства. Я взял вот эту вот. На главной страничке сайта правительства написаны основные реформы управления. Это задает еще некоторый контур, внутри которого находится деятельность госорганов и ваша деятельность по отношению к этому. Но первым там пунктом стоит совершенствование системы государственных органов исполнительной власти. Вот сейчас все министерства и ведомства находятся в этом процессе. Я работаю в комиссии по оптимизации всех госорганов, встречаюсь с соответствующими. Но это нахождение в этом процессе накладывает отпечаток на деятельность госорганов. Ну, чисто психологически. Люди ждут, их поменяют, их уволят, переведут в другое структурное подразделение и так далее, и так далее. Им не до работы. Причем на всех уровнях. Может, это министерство снизят статус или повысят, или что-то. Вот это здесь все подвешенное состояние, оно существует. Но если мы обратимся к НСУР и ППУР, да, программам правительства и программам президента, то система исполнительной власти названа самым слабым звеном в системе государственного управления. И естественно, что реформы в этой сфере будут и должны продолжаться. Это вот первый пункт. То есть это вот одно из рамочных условий, в которых работает. Второе. Оптимизация системы предоставления государственных и муниципальных услуг. Уже третий раз возвращаемся мы с вами. Да? Это политическое дело, поворот системы управления в свою сервисную ипостась. От того, чтобы править и управлять, государство поворачивается, чтобы предоставлять услуги. Становиться другим. И вот это очень важное место. И здесь для вас есть очень большое поле работы. Например, стандартизация услуг, которая сейчас закончена, но которая подлежит коррекции. Например, разработка административных регламентов государственных услуг. Это обязательное дело. Следующий шаг — это тогда оптимизация всех этих процессов и выход на цену, которую должны платить либо люди за услуги, либо государство за то, что они дают эти услуги. И вот мониторинг этих услуг Ахмат Низамович вам покажет, я не буду останавливаться. Но суть в том, что, допустим, с 2012, по-моему, года во всех министерствах и ведомствах есть комиссии, постоянно действующие по этому вопросу. И там должны быть обязательные не менее половины членов гражданского общества. Вот я не знаю, вы там участвуете в этих комиссиях или нет. Я бы попросил вас участвовать, если это не так, потому что вопросы становления системы услуг, они очень важные, очень острые, и там без вас никак не обойтись. Вот следующее. Обеспечение взаимодействия правительства с общественными советами при государственных органах. Видите, правительство ставит себе это как приоритет, как реформа, которая очень важна. И безусловно, потому что единственный формализованный способ взаимодействия — это общественные советы. Другие способы не формализованы. И про это, в принципе, это ваша задача, законом на вас возложена. И анализ этого пункта, и давание предложений по тому, как взаимодействовать с обществом, через какие форматы и процедуры. Следующая тема реформ – это внедрение электронного управления. Это же абсолютно важная вещь. Мы до сих пор пишем все бумажные документы, и не только мы, друг другу. Вы посмотрите у себя в министерствах и ведомствах, когда один отдел другому пишет бумагу, у начальства подписывает, только потом принимается к рассмотрению. Это безобразие надо заканчивать. В принципе, но заканчивать вот через электронное управление, это было бы самый лучший вариант. Тоже лет 20 уже у нас идет внедрение электронного управления, и оно буксует, и буксует, и буксует, в том числе, я думаю, потому что вы не оказываете особого внимания этому вопросу. Следующее. Осуществление оценки деятельности государственных служащих. Значит, вышел в этом году закон о государственной муниципальной службе, и там введена этим законом, и сейчас через подзаконные акты вводится система оценивания государственных служащих, которая отменяет аттестацию и которая задает перспективу карьерного роста для
госслужащих. В каждом министерстве и ведомстве есть комиссия по проведению оценки. Оценки делаются квартальные раз в год. На основании этих оценок человек может получить повышение статуса, повышение зарплаты, или его могут отправить учиться, или еще куда-нибудь. Вы должны в этом участвовать. У вас есть право, заданное законом, участвовать во всех комиссиях, которые создает Министерство и ведомство. Участвуйте, пожалуйста. Следующий вопрос. Оценка деятельности государственных органов исполнительной власти. Очень важная вещь. С 2012 года введена оценка, 105-е постановление, сейчас 329-е постановление, оценка деятельности госорганов. Тоже там есть комиссия, которая подводит итог. Сейчас раз в полгода подводит оценку, и обязательно на правительстве рассматривается этот вопрос. Участвуете ли вы в подготовке материалов по оценке госорганов? У вас же прямая задача с точки зрения закона. Это мониторинг и наблюдение за тем, что там происходит. Поэтому вот это место, в котором вы можете и должны, безусловно, участвовать. Вот в этом пункте есть интересный момент, называется индекс доверия населения. Если вы не знаете, то на сайте Минэконома и на сайте Нацстаткома вы можете найти замеры индекса доверия населения в отношении всех государственных органов, в том числе вы. Там строится рейтинг, у кого больше, у кого меньше доверия. Но я могу с удовлетворением отметить, что с 2012 года он меряется, небольшой, но устойчивый рост доверия населения к органам власти. Абсолютно замечается. И это делается научным путем, через социологические опросы Национальным статистическим комитетом. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то доверие, которое общество оказывает вашему госоргану. И посмотреть, а почему оно такое, а не другое. Дело в том, что индекс доверия вызывает очень сильное возмущение у государственных руководителей, у министров, заместителей, статс-секретарей. Они ходят и доказывают, почему нам вот такое, мы вот такие хорошие, белые, пушистые, а нам население вот так вот низкий балл ставит. Видимо, население не знает, что мы делаем. Видимо. Но смотрите, а это же ваша задача, рассказать населению, что делает ваше министерство. Не только их. Хотя мы им говорим, что вы же объясняете, что вы делаете своим населению, людям. Но вот здесь, смотрите, стыковка, у вас есть общая функция с госорганом, в котором вы работаете. И следующая реформа — обеспечение взаимодействия министерств и ведомств по реализации смежных функций. Вот здесь очень важно, это действительно очень сложное место, потому что министерства и ведомства как подводные лодки. Они друг с другом переписываются только бумагами, через 15 дней ответ или через 30 дней. То есть им до лампочки, что там происходит. Действуют по процедурам и все. Но вот у вас есть, смотрите, вы же все со своими министерствами, но есть координационный совет. И тогда у вас есть некоторая возможность, площадка поработать вот над этим пунктом. Взаимодействие министерства и ведомств. Выпущено постановление правительства, которое регулирует это действие, оно не работает. Все остается на прежнем месте. Нужно, чтобы вы толкнули это место со своего координационного совета или друг с другом вы можете договариваться и действовать. Вот это реформы управления. Теперь я хотел бы вам показать картинку и еще немножко порассуждать. Значит, я бы еще хотел поговорить, сейчас это было из правового пространства, теперь из смыслового. Значит, органы государственного управления, вот они. Это субъект управления. Объектом управления является общество, отраслевые, там, региональные и так дальше. Я написал общество. В соответствии с законом общественные советы являются частью общества, то есть частью объекта управления. Да? И тогда это задает один тип отношения государственного органа с вами, как субъекта с объектом. Интересно, да? Вторая интересная вещь. Общество. Вы являетесь частью общества не по представительским
основаниям. Никто вас не выбирал из общества туда. Да? А по другим основаниям. По каким? А мы с вами разговаривали по типу деятельности, которая вам обвинена как обязательная. Первая обязанность вас изучать общество, снимать их потребности, проблемы и с этим идти вот сюда. То есть в этом смысле вы являетесь частью общества по своей деятельности и по продуктам этой деятельности. Но здесь я поставлю, если вы этим занимаетесь. А это центральная задача и обязанность, которая на вас возложена законом. Вы потом скажете, этим вы занимаетесь или нет. С другой стороны, у вас задача организовать взаимодействие с системой государственного управления, с госорганом. И здесь у вас другая ипостась. Вы становитесь частью субъекта управления. Понимаете? Вы становитесь, кентавр-объектом. С одной ногой вы объект, с другой стороны субъект. И возникают все сложности этих отношений, которые вы там все на своей шкуре чувствуете. Почему? Когда вот здесь работают профессионалы, я не беру сейчас качество из теоретического, это профессиональная деятельность. Это в законе сказано добровольное, бесплатное и так дальше. Есть такой анекдот. Чем отличается профессионал от любителя? Знаете, какой ответ? Профессионал работает за деньги. Другим не отличает. Это так, шаг в сторону. Значит, здесь профессионал, а здесь не профессионал, да, на общественных началах. То отношения у вас не могут строиться ни по их правилам, ни по их правилам. Вы разной природы субъекты, которые друг с другом не могут найти язык. Вы из своей позиции, со своей колокольни разговариваете с ними и опираясь на закон, они со своей стороны. Это все равно, что там, не буду приводить пример. Разной природы вы находитесь. Это очень важно. Эта разная природа задает интересные вещи. Государственные управленцы обязаны делать то, что им предписано. Обязаны. У вас обязательства по отношению к этому в законе не написано, только по отношению к этому. У вас есть право у них участвовать, требовать информацию, т.т. То есть обязанность и право – это, опять же, антагонисты, если онтологически смотреть. Право вы можете реализовать, можете нет. Обязанность обязательная. На этом месте тоже такое существенное отличие вас от тех, с кем вы работаете, которое вы должны участвовать, если вы серьезно собираетесь там наводить порядок и делать эту работу. Вопрос какой-то, что ли? А, кстати, вопросы можно, если идут, то сразу. Значит, и тогда возникает эта двойственность вас, и то, что я рассказывал, специфику деятельности госорганов, так у вас она еще сложнее. Потому что здесь вы должны знать, как устроены и специфика, и как работают они, а здесь вы должны знать, как устроено общество, как оно реализует свои интересы и так далее. И соединять это все вместе. То есть ваша квалификация должна быть несколько выше и значительнее, чем здесь. У вас две стороны работы с обществом и с госорганом. А оно устроено по-разному. И еще одна теоретическая штучка. Да? Можно, пожалуйста, я же говорю. Дайте возможность, извините. Да, пожалуйста. В чем микрофон? Да? Да нет, я просто хотел, вы сказали... Вот представьтесь только для людей, Да. громче От голос. экспертов, общественный совет Министерства финансов. Слово «должны». У нас в законе же не оговорено, что наша квалификация должна быть выше, чем у чиновников, за которыми мы смотрим. Конечно. А поэтому я... Больше как моральное обязательство для нас самих или... Нет, все, я понял вопрос. Поэтому я отграничил. Здесь был мой разговор по поводу правовой стороны, а сюда я пришел и говорю, мы будем разговаривать по существу. То есть не правовое, а смысловое значение. И это не значит, что вы должны. Значит, что если вы занимаете здесь это место, то законом вам предписано
обязательства по отношению к этому, а права по отношению к этому. Чтобы реализовать права, нужны определенные квалификации. Чтобы реализовать обязательства, нужны определенные квалификации. Если им сложим, то получится ровно ваш вопрос, что вот здесь квалификации должны быть шире. Это, безусловно, так. Потому что тут вообще чиновник становится на место, у него исчерпывающий список квалификаций. Он должен соответствовать тому, всему, пятому, десятому. А у вас это значительно шире. Поэтому вот вы и созданы как один из институтов вот, организации взаимодействия, нормированной организации. Другое дело, что мы к этому еще идем, но я думаю, сегодняшнее вот мероприятие и мой доклад в том числе направлен на то, чтобы это состоялось уже в понимательном как бы, режиме. Что мы делаем, зачем, почему мы так делаем, почему они так делают. Это тоже очень важно понимать. В демократической системе управления да, необходимо некоторый цикл выработки политики, который так или иначе у нас должен быть реализован. Я думаю, про это мы еще будем говорить, но первый шаг – это выявление потребностей и проблем в обществе. Это вот ваша забота, да? То есть это из другого учебника, из другой теории, но вот он, этот есть первый шаг, откуда начинают ноги расти. Второе – разработка политики. Что такое политика? Это стратегия, программа, проект, план, сама политика. Чем они все эти вещи отличаются? Наличием цели, наличием будущего. И ваша задача тогда, вот опять смотрите, я вам не ставлю задачи, я рассуждаю про то, что можно было бы. Хорошо? Чтобы вот выявленные здесь проблемы попали вот в эти документы. Попали сюда. Дальше идет этап реализации. Вот здесь у вас задача, поставленная законом, это смотреть эффективность ресурсов, которые сюда тратятся. То есть вот место, да, там задача у вас принятия правильных решений относится вот к этому. Задача взаимодействия с обществом вот к этому. Эффективные ресурсы вот к этому. А мониторинг, который у вас каким задачей, вот он сюда. Когда мы реализовали, надо посмотреть, насколько мы решили вот эти задачи, насколько достигли цели, поставленные вот здесь. Тогда вот этот так называемый цикл политики или управленческий цикл, он задает вам места вхождения в этот цикл. Через те права, которые у вас есть законом, через те институции, в которых вы там работаете. То есть вот это все есть. Так, теперь можно включить еще. Вот, теперь смотрите, что... Возвращаемся к теме, к нашей изначальной, именно аналитика. Что такое аналитика? Это есть производство необходимых знаний для системы управления. Интеллектуальная деятельность в сфере управления получает новое частное, конкретное прикладное знание. Задача аналитики – восполнять пробелы. И сущность анализа состоит в проведении исследования конкретного явления и так далее, и так далее. В законе вам написано, что вы должны создавать соответствующие рекомендации государственным органам на основе тщательного изучения предметной области, я могу, закон здесь есть, мы можем процитировать, и изучения общественного мнения. То есть это ваши рекомендации не должны быть частными и субъективными. Они должны основываться на информации, на обработке информации, создании аналитических продуктов, которые и зададут основания для того, чтобы вы делали эти рекомендации. Вам же не просто надо дать рекомендации, важно, чтобы они были включены в документы и потом реализовывались. Так ли? А тогда они должны иметь аргументацию, воспринимаемую той стороной. Чтобы министр получил ваши рекомендации, прочитал и сказал, да, вот это мы будем делать, потому что у вас тут изложено. И вот это задача аналитической работы, которую нужно делать. Пожалуйста, следующий. Тогда алгоритм вот этих работ можно представить вот еще раз. Да? Во-первых, мониторинг – это тоже профессиональная деятельность. Мониторить можно вот там, где на картинке у меня нарисовано, если, вот второй пункт,
атрибутивно принадлежит системе управления, не мониторщикам. То есть мониторинг нужен людям, чтобы видеть, что происходит в реальности здесь и сейчас. То есть планировали одно, получаем другое. Можно привести такую метафору. Водитель в машине, да? У него есть тормоз, газ, руль и глаза. Вот тормоз и газ – это ресурсы, руль – это цели, а глаза – это мониторинг, который показывает, куда он на самом деле приехал. Потому что перед глазами у него может висеть карта, куда надо ехать. Или в голове сидит, надо ехать туда-то. В этой метафоре возможна другая ситуация, когда объект, с которым взаимодействует водитель, быстро меняется, например, гонки, да, по пересеченной местности, то рядом сидит штурман. И тогда функция мониторинга делегируется штурману. Водителю некогда этим заниматься. Он должен давить педали и крутить руль. А смотреть должен штурман. Вправо 3 градуса, скорость такая-то, это такая. Водитель не смотрит на дорогу. И тогда, если мониторинг профессиональный, можно вот этим делегировать эту функцию тому, кто умеет это делать. Итак, если вы участвуете, а вы должны по закону участвовать в выявлении потребностей общества, то дальше предлагать решения, то есть вставлять в программы, проекты, стратегии, которые вырабатывает министерство, те цели, которые направлены на решение выявленных вами проблем. После этого вы можете, после реализации, смотреть, достигнуты ли эти цели, эти задачи, которые вы поставили. То есть мониторинг обретает смысл управленческой части управленческой деятельности. Без этого ваш мониторинг, но он не имеет почвы под ногами. Если не знаем цели, куда двигается, что делают, то сказать, мы туда идем или не туда, невозможно. И таким образом возникает как бы вот разделение здесь на два подпункта. Один, если это профессиональная деятельность, то нужно приглашать профессиональные организации, которые умеют это делать, либо осваивать самим эти профессии, это профессионально, либо переходить, как в законе частично у вас предписано, это общественный мониторинг. Про общественный мониторинг будет говорить Ахмат Низамович. Единственное, что я бы мог сказать, что там на самом деле это какая-то форма контроля, потому что мониторятся или контролируются уже заданные там стандартами некоторые нормы. Соответственно, вот там мы можем что-то делать общественным путем. Что еще интересно, вот если в системе управления, да, оно происходит из 3 времен одновременно. Из прошлого, да, управления, это все нормы, которые задают способ деятельности управленца. Регламенты, положения, инструкции и так далее. Это все зафиксированное прошлое. Настоящее задает мониторинг. А где мы в настоящем находимся? А будущее задают программы, стратегии и политики, которые видят цели. И мы одновременно находимся с вами в 3 временах, если мы занимаемся управлением хотя бы чего-нибудь. Понимаете, да? Вот таким образом я попытался обозначить вам проблемную... вот тогда я забыл еще один слайд. Значит, алгоритм тогда мониторинга – это анализ потребностей, включение в повестку дня, закладываются соответствующие цели, то, что я сейчас рассказал, закладываются соответствующие индикаторы, разрабатывается план мониторинга и так далее, и так далее. То есть вот это все уже профессиональные вещи. Вот там вы с обществом повзаимодействовали, закладываете цели в соответствующие документы. Вот, и завершая, я хотел бы, может, следующий? Да, следующий, окончательно. Пожелать вам успехов в вашей непростой, но очень нужной и важной деятельности, учитывая те проблемные зоны, которые я обозначил, те системные вещи, которые накладывают ограничения на вашу и на деятельность ваших партнеров, и пожелать успехов в этой работе.
Спасибо за внимание.